У хозяйки этой квартиры по улице Выборгская отношения с ресурсоснабжающими организациями не складываются много лет. Яблоком раздора стала задолженность 87 тысяч рублей. Сумма продолжает расти с каждым месяцем, однако вместо того, чтобы хотя бы частично погасить ее, женщина ведет неустанную войну с представителями власти. Я отсюда. Использовать я шью. Конечно. А куда деваться? Тепло подавать. А, конечно. Да, даунсло. А потому что нет денег, я вам объясняю. Нет у меня денег, я не работаю. И не кричи, не ори. Нету, я тебе еще раз говорю, нет. Впрочем, такой же дисциплиной отличаются почти все жильцы этой многоэтажки в Черноречье. По словам заместителя мэра Грозного Аслана Хучиева, из 68 собственников только 5-я часть выполняет свои обязательства перед поставщиками. Как результат, судебные решения и арест имущества. В такой ситуации оказался и Анди Кусаев. Его долг уже превысил 100 тысяч рублей. Проводится опись имущества с отделом реализации. У нас договор. Отдается им это имущество, они реализовывают это имущество, в дальнейшем выплачивают эту сумму судебным приставам, мы перечисляем эту сумму истцам. В случае, когда описанного имущества должника не хватает на погашение задолженности, производится удержание половины зарплаты, пенсии, арест счетов. С начала года наложен арест на имущество 72 должников на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Такая перспектива ожидает и владельца сразу 3 квартир по улице Дьякова. Арендатор одной из них рассказал, что он исправно платит за съемное жилье, однако хозяин рассчитаться с поставщиками не спешит. Его долг уже превысил 80 тысяч рублей. Постоянно предупреждению, бумагам, что делаешь, но результата нет. Управляющая компания «Бастион» обслуживает 320 многоквартирных домов. С 2014 года задолженность горожан перед ней уже превысила 61 миллион рублей. Чтобы не доводить ситуацию до крайности, взрослых неплательщиков просят для начала погасить хотя бы 30% от суммы всего долга. Если этот человек не может оплатить сразу на эту сумму, он имеет право прийти МУП ЕРКЦ, оплатить 30% от общей суммы и заключить корпоративный договор с ЕРКЦ о том, что остальные суммы будут поэтапно оплачивать. Это, я думаю, что это приемлемый вариант для населения и для этого человека. Всего в Грозном на исполнении находится больше 3000 документов по коммунальным долгам на общую сумму 113 миллионов рублей. Ограничения на выезд за границу получили 248 должников, общая сумма задолженности которых составляет более 12 миллионов рублей. Саня Татутаева, новости.